Да. Ну вот, Эльбрус. Расскажи, пожалуйста, вот мы сейчас по городу, курорту Теберде едем. Побывали на озере Каракёль, это Черное озеро, и как бы родниковое озеро переводится, очень глубокое. Там отдохнули немножко с тобой. Ну и вспомнила, что ты недавно приехал с отдыха на берегу Черного моря. Скажи, пожалуйста, купался ты? Ты же молишься, очень такой богобоязненный товарищ, мой племянник. Скажи, пожалуйста, почему мусульманская религия не приветствует такое вот массовое совместное купание? Ну, что хочу сказать. Во-первых, на море надо купаться в соответствующем одеянии, чтобы особенно мужчинам и женщинам надо одеваться соответствующе, чтобы купаться. Как таковой на море ездить и купаться религия не запрещает. Просто надо соблюдать определенные меры, рамки. На самом Ничего деле, там страшного почти нету да? от того, что мы поедем на море и отдохнем. Потому что море тоже создано Всевышним. Это тоже часть нашей природы. Ну, есть по исламу определенные правила. И надо стараться купаться в таких местах, где поменьше народу, чтобы опять-таки не оголять свое тело. Не оголять на всеобщее обозрение. Тело, на всеобщее обозрение. Вот в этом смысл. Ну и правильно, потому что какую-то похоть возбуждает у людей, неразбериха какая-то. Может быть, ты и прав. Может быть, я говорю не от себя это придумал, а то, что я спрашивал у ученых в этой сфере, в сфере нашей религии. Многие придерживаются этого мнения. Есть, конечно, ученые, которые категорически запрещают, но если логически подумать, то вот это мнение ученых наиболее правильное мнение, я считаю. Эльбрус, ты так аккуратно ездишь. Скажи, пожалуйста, когда ты научился ездить на машине? И кто научил? С 18 лет, можно сказать, мой отец научил меня. В автошколе чуть-чуть поездил. Тоже так получилось, что толком не имея опыта, выехал в город и один раз чуть экзамен провалил, второй раз уже сдал. А Ясно. так в основном считай, тетя Байдуна, что меня отец научил. Ясно. Учился я, конечно, медленно, я медленно всему учусь, но основательно. Основательно, да. Ясно. Скажи, Эльбрус, вот ты так аккуратно ездишь, как ты считаешь, вот правила уличного движения, знаки, вождения людей, вот как они автомашины водят, все ли соответствует твоему понятию о правильной езде? К сожалению, подчеркиваю, особенно у нас в Карачаево-Черкесской республике многие процентов на 80 не соблюдают никаких правил дорожного движения. Некоторые даже считают модным, что наша езда без правил. Вот это модно. Наши правила дорожного движения ездить без правил. Сигналят сзади, когда ты соблюдаешь все правила дорожного движения. Нету терпения у молодежи. Всевышний призывает быть терпеливым, особенно мусульман. А у нас этого, к сожалению, нету. Сигналят, фарами показывает, обгоняет на неположенном месте. Нужна солидарность на дороге, в общем. Солидарность между водителями. Да, между водителями. Уважение, солидарность. Да. А самое страшное, они не соблюдают, наша молодежь, скоростной режим. Да. И каждый день слышим, страшные аварии, и уже самому становится страшно ездить. Да. Я призываю нашу молодежь ездить аккуратно, ездить тихо. Поймите, вы поймите, молодые люди, то, что вы ездите на большой скорости, это не героизм, как вы считаете. Вы можете, кроме своих близких, кроме себя, принести горе и боль другим совсем безвинным людям, которые и не подозревают, что с ними это может случиться. Это встречный транспорт. Правила обгона. Люди идут по тропе или по дороге. В прошлом году, например, у нас в городе Черкесске на пешеходном переходе водитель сбил молодую женщину с 2 детьми, например. И так, к сожалению,
сказать, это страшно. Много таких примеров сейчас мы слышим. Да вот еще коровы. Давай еще, видишь, коровы, лошади на дороге часто вот стоят. Бывает, я как-то ехала рано утром, 5 часов утра по Джигуте. И представляешь, корова. Корова рогами мне сломала смотровое стекло вот здесь, пассажирское, показалось. Вот в 5 утра как можно подоить корову и выгнать со двора? Да, Пошла. К сожалению, многие хозяева не следят за своими коровами, за своими домашними животными и выгоняют, и оставляют их без присмотра. Что опять-таки часто приводит к летальному исходу. Водители из-за этого тоже попадают в неловкое положение, они теряются зачастую. Ведь домашние животные — это тоже существа непредсказуемые. Вот видите, вот заранее надо, я призываю водителей притормаживать, когда видим домашних животных вдоль дороги, которые какие пасутся. Сытные, Да. какие. И в то же время я призываю хозяев не оставлять своих домашних животных без присмотра и следить, пасти их, не знаю, у себя во дворе держать или пасти их, присматривать, ну и так далее. В общем, это тоже является частью дорожно-транспортных происшествий, частью опасности на дорогах. Да, Эльбрус, ты прав. Дай Бог тебе всегда, чтобы было беспроблемные пути. Вот. Что Спасибо. хочу сказать. Самая большая скорость. Твоя машина как называется? Chevrolet Cruze. Как? Chevrolet Cruze. Ага. Сколько километров в час едешь? Я в основном держу скорость 80-90 километров в час. В исключительных случаях бывает там до 100, например. Ну, это исключительное. До 100 исключительно, да, молодчина. Как у тебя терпения хватает. Я бабушка, и то бывает нажимаю на... Есть места, отрезки, участки дороги, где я могу и 140 поехать. Оказывается, нельзя, да? Бывает Нельзя. иногда, да, хочется, когда дорога хорошая, чистая. Не надо, вот эту хотелку надо выключать. Вот это самое Почему? опасное. Потому что мы доверяем свою жизнь железяке вот этой, вот, Да. вот железяки. Да. Мы не знаем, колесо ли отлетит, что-то еще, мало ли что может быть, да? Дай Аллах. И летим. А если на средней скорости или на малой, всегда есть шансы 95% остаться в живых. А когда лететь 140-150 и колесо отлетит, я не думаю, что человек останется жив. Поэтому надо соблюдать скоростной режим. Ты права, тетя Байдумат. Я тоже хотел это сказать и придерживаться этого мнения. Да. 80-90 держите, молодежь. И даст Аллах, нам надо сделать причину. Вот это все, сколько что нас... летит? Вон, посмотри. Это 150, наверное. На 150 меня. едет, да. Нам надо делать причину. Что я называю причиной? Все, что от нас зависящее, не соблюдать правила дорожного движения, ограничения, на знаки надо смотреть, за знаками следить. А дальше это уже во власти Всевышнего. Если мы сами будем себя сохранять, контролировать нашу скорость, Всевышний тоже даст, иншаллах, Он нас сохранит. Потому что смерть свыше 80 километров в час, при аварии свыше 80 километров в час, это приравнивается к самоубийству в Коране, в исламе. А самоубийство — это один из грехов, который не прощается Всевышним. Тягчайший, который не прощается Всевышним. Спасибо большое. Дай Бог всем счастливой дороги, чтобы все было хорошо. Амин Аллах. Как уехали из дома живыми, здоровыми, такими же живыми, здоровыми, чтобы возвращались в объятия своих детей, своей жены, родителей.